Открывая встречу, уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл отметила, что несмотря на множество проблем в детской сфере, приглашенные сегодня в офис люди долгие годы делают все возможное для их решения. Я считаю, что именно особенно в тяжелое сейчас время, во время пандемии коронавирусной инфекции, именно ваша работа, она помогает людям не терять надежды. Ваша работа спасает жизни людей. Ваша работа дает возможность людям видеть какой-то свет в туннеле, как говорится. Да. Вы те, которые на самом деле, независимо от того, есть в государстве ресурсы или нет, но вы те неравнодушные люди, которые занимаются решением этих проблем. Офис уполномоченного решил учредить такую такую благодарность. Мы посчитали, что очень важно оценить работу людей, которые взяли на себя эту миссию. От лица аппарата уполномоченного благодарности за содействие в обеспечении прав детей в Республике Абхазия были вручены представителям Детского фонда Абхазии, Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, Культурно-благотворительного фонда Ашана, благотворительной общественной организации Киарас. Председатель Детского фонда Абхазии Асида Ломия подчеркнула, что самые главные в стране дети, и именно для их полноценного развития должны работать все возможные механизмы. И если эти дети не будут развиваться, иметь полноценное развитие, нормальную жизнь, нормальное отношение к себе, даже те дети, которые, к сожалению, иногда попадают в наши милицейские участки или в тюрьму, эти дети тоже имеют свои права, и они должны быть всегда защищены. Для нашего государства появление такого офиса уполномоченного по правам человека, сейчас у нас появился уполномоченный по правам ребенка, что это мы показываем всему миру то, что мы хотим построить цивилизованное, демократическое государство, и что нам это необходимо. ЮНИСЕФ осуществляет свою деятельность в Абхазии с 1994 года. В целом, более 70 лет организация под эгидой ООН защищает права детей в 190 странах и территориях. В центре внимания выживание, развитие и счастливая жизнь каждого ребенка, отмечает глава Сухумского офиса Оливье Тане. По его словам, для всей команды фонда в Абхазии благодарность от уполномоченной очень важна и приятна. ЮНИСЕФ остается приверженным в своем стремлении способствовать развитию ребенка на каждом этапе, от рождения и дальше до совершеннолетия. Поэтому наша деятельность начинается с самого рождения ребенка, с вакцинации, продвижения грудного вскармливания, которое крайне важно для детей. Все это невероятно важно для полноценного здоровья ребенка. Далее мы фокусируемся на качественном образовании для детей, которое заключается в внедрении новых методологий образовательных и преподавания. Директор фонда Ашана, недавно отметившего свой 10-летний юбилей, Мактина Джинджолия, назвала цифры, с которыми благотворительная организация подошла к очередному рубежу. Мы оплатили лечение 323 детям, которые прошли 501 курс лечения в лучших клиниках России и мира. С помощью и благодаря всем неравнодушным людям мы собрали более 75 миллионов рублей. Сегодня здесь находится большая часть организаций, людей, которые работают с несовершеннолетними детьми. Я уверена, что мы все вместе делаем и будем делать все для того, чтобы детство детей Абхазии было счастливым. Асида Георгиевна нам выразила всем благодарность. Я тоже от своего лица и лица организации хочу выразить вам и вашей команде большую благодарность за ту правозащитную деятельность, которую в вашей организации вы лично проводите. Представитель благотворительной общественной организации «Киарас» Кристина Лакоя также поблагодарила уполномоченную за внимание к работе. Эта благодарность еще раз доказывает то, что
наша работа в сфере защиты и помощи социально незащищенным семьям видна и оценена. Также эта благодарность, как это сказать, она благодаря тем, кто стоит с нами рядом. Мы благодарим всех наших партнеров, волонтеров и всех неравнодушных людей за то, что благодаря им эта помощь оказывается всем тем семьям, которые стоят у нас на попечении. По словам омбудсмена, в будущем планируется учредить специальную премию для тех, кто защищает права детей на разных уровнях и в разных сферах. 20 ноября знаменует день, в который Ассамблея в 1959 году приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 – Конвенцию о правах ребенка. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.